Музее изобразительных искусств Республики состоится первая персональная выставка художницы Дали Яндиевой по мотивам романа «Из тьмы веков». Посетителям также будут представлены фотографии Идриса Базуркина с семьей, коллегами и друзьями из фонда музея. О предстоящей выставке и планах музея на текущий сезон поговорим с Мадиной Хамхоевой. Мадина, а наши соплеменники очень трепетно относятся к произведению «Из тьмы веков», и поэтому мне интересно, что конкретно будет представлено в рамках этой выставки. Значит, 20 сентября Государственный музей изобразительных искусств Республики Ингушетия готовит персональную выставку молодой, но очень талантливой художницы Яндиевой Дали. Вначале мне хочется в нескольких словах рассказать о самой художнице. Ну, в общем, художница талантливая. Она выросла в творческой семье архитекторов, и ее дедушка по отцовской линии является известный поэт, лирик Джамалдин Индиев. И, естественно, это все как бы не могло не повлиять на, вообще на личность ее как художника, как творческого человека. Дали Яндиева занимается живописью с детских лет. Она имеет высшее образование. В 11 лет она поступила в школу акварели Сергея Андриаки, и аналогов такой школы нет в мире. Поэтому она получила как бы очень хорошую основу, и именно обучение в этой школе подготовило ее для дальнейшего поступления уже в академию. Тоже Сергей Андриаки, а это очень известный художник, не только по акварели, он является ректором академии, и при этом, можно сказать, один из лучших в мире акварелистов. Поэтому фундамент у нее очень хороший, это профессионал своего дела. Вот. И она работает в различных техниках, в различных жанрах. И параллельно, допустим, с работами она пишет замечательные портреты, это пейзажи и какие-то другие жанры представляет в своем творчестве. Но, как она сама говорит, что я не отказываю себе в удовольствии иллюстрировать книги. И это очень интересно. Она вот за свой творческий путь уже проиллюстрировала несколько книг, одна из которых «Отважная княжна», автором которой является Аза Мухиева. Также она иллюстрировала сборники своего дедушки Джамалдина Индиева и несколько книг, которые издавались не в России, а за границей. Это уже зарубежные авторы. Вот что касается романа «Из тьмы веков», то Даля говорит, что для нее сам автор Идрис Базуркин интересен как личность, и очень интересные персонажи романа. Да, я и хотел спросить, может, это такой рекламный ход и выбрать именно эту композицию? Первоначально она получила заказ. То есть наш музей, она преподнесла в дар нашему музею книгу «Отважная княжна». И у руководства музея как бы возникла идея, а что если вот проиллюстрировать, сделать иллюстрации к роману «Из тьмы веков», тем более роман нам всем известный, любимый нами всеми роман. И далее как бы с удовольствием согласилась и стала работать над этими иллюстрациями. В результате получилось 10 работ акварельных и 10 в технике, выполненных в технике компьютерная графика. То есть эти работы друг друга дублируют. Если одна работа акварельная, с таким же изображением, работа графическая в компьютерной обработке. Вот. Там будут представлены очень интересные парные портреты, такие, например, как «Последний разговор с Зору», или «Калой и Далее выходит из пещеры». Ну, в общем, множество таких различных портретов. И они часто изображены такие вот, как вам сказать, на фоне пейзажей, где-то в интерьере. И это как бы такую, вы знаете, такую романтическую нотку добавляет к этим работам.
как мне сказал друг Идриса Базоркина, что сам Идрис не хотел, чтобы его книга, этот роман иллюстрировали. Но это получается как бы вот видение художницы молодой. То есть, как бы сказать вам, ну, каждый человек имеет право вот на какое-то свое видение и на свое, допустим, это вот ее слово, дань памяти этому замечательному великому автору. И вот я думаю, что будет всем интересно пойти на выставку. Родственники как к этому отнеслись? Скажу вам честно, что для родственников это будет такой тоже сюрприз. Хотя уже как Но бы... мы вам немного подпортим, да, этот сюрприз. Да. Ну, честно говоря, мы звонили и Заре Базоркиной по поводу того, что мы хотим, чтобы в рамках этой выставки был показан отрывок из спектакля «Из веков», чтобы это как-то дополнило, и визуально можно было посмотреть, как это вот будет смотреть со стороны, на какие-то действия конкретные. Вот. Ну, я думаю, что это будет очень интересная выставка. Там будут представлены и литературные сборники, все издания романа «Из веков» от первого до последнего. Очень много будет литературы представлено о самом Идрисе Базоркине, различные статьи. В общем, Мадина, в республике много молодых художников, которые хотели бы провести выставки у вас в музее или в других музеях? У нас как бы существует такой план на год. Все выставки запланированы, все, но постоянно, вот буквально в постоянном режиме к нам приходят новые художники, очень много желающих, которые просят, чтобы где-то вот нашли какое-то окошко и провели выставку. Буквально недавно к нам приходила молодая девушка, Мурзабекова Белла, которая тоже просила провести ее персональную выставку. Поэтому мы работаем в постоянном режиме. Иногда даже получается так, что мы очень часто сменяем одну выставку за другой. Может быть, это и не очень правильно, но хочется больше представить людей и пойти навстречу. А жители региона любят посещать музеи? И вообще выставки какой тематики их больше интересуют? Я думаю, что все-таки больше наших... Вот наше население, наш народ интересуется все-таки выставками наших художников. Но это простой, как бы простые люди, ну не то что простые, а люди, которые в этом ну, не специалисты. Вот их интересуют наши художники, а такие художники уже маститые, им очень часто бывает, вот как бы есть такое желание увидеть художников, тех, которых мы приглашаем. Потому что у них бывает возможность, знаете, посмотреть, как пишут люди за пределами. Посмотреть, может быть, где-то на фоне этих выставок они могут увидеть какие-то свои недочеты. Потому что для художника просто так вот находиться в каком-то, грубо говоря, вариться вот в одном каком-то таком, знаете, котле, надо всегда посмотреть, что находится за пределами. Как работают другие специалисты, как работают другие художники, какие, допустим, новые техники, возможно, появились. И поэтому для специалистов, для художников, маститых, интересно всегда бывают и приезжие выставки. Вот у нас недавно выставлялись работы очень известных авторов, российских, и с начала века, и вот по сегодняшний день. Эти работы нам были переданы Министерством культуры Российской Федерации из личной коллекции Некрасова. Очень была интересная выставка, и художники это отметили. Какие у вас планы на текущий сезон? Какие выставки еще будут помимо «Из веков»? Ну, у нас много различных мероприятий, много выставок. Мы не хотим заранее говорить обо всех выставках. Единственное, могу сказать, что у нас 15 сентября планировалась персональная выставка, проведение персональной выставки Медиева Алихана, но сейчас немножечко она откладывается в связи с состоянием здоровья самого художника, но до конца года, я думаю, она обязательно будет организована. Помимо этого планируются 2 выездные выставки, одна из которых пройдет в городе Грозном в рамках фестиваля «Кавказские игры». Вот. И следующая выставка будет организована с 4 по 7 октября, насколько я помню, и она будет проходить в рамках фестиваля «Мир Кавказу». Вот эти вот ближайшие мероприятия. А так вообще как бы можно как бы на нашем сайте
отслеживать события какие-то. Поэтому заранее все секреты выдавать не хочу. Виртуальные выставки бывают? Виртуальные выставки проходили вот в период пандемии. Мгм. Это было в постоянном режиме, мы работали, виртуальные выставки проводили, экскурсии, знакомили с художниками, как известными ингушскими художниками, так и российскими художниками.